Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Откровение небес. Что ждет вас до конца осени? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. У меня тут две пары сформировались. Так, ладненько, давайте пойдем по порядку. Во-первых, будет меняться ваше финансовое, материальное состояние, положение. Хотите верьте, хотите нет, но денег у вас станет больше. Кстати, это не первая отсыпка, не первое гадание, которое я делаю за последнее время, где я вижу подобные знаки. Мои хорошие, вы абсолютно разные. Живете в разных странах, разного возраста, да, разный семейный состав, положение. Но, тем не менее, я вижу, что вам откроется, либо для вас откроется какой-то дополнительный источник. Кто-то уже нащупал этот источник, а кто-то буквально в самые ближайшие дни на этот источник выйдет. Смотрите. У одних отыграется, что это вы найдете и будете лично получать, а у других отыграется, что это ваш близкий человек, ну, например, устроится на хорошую работу, да, сразу денежек станет больше, да, больше возможностей появится, будет вам давать, помогать. Кто-то получит какую-то помощь, субсидию, льготы, кто-то дополнительную работу найдет, кто-то начнет реализовать свой талант. Да? У каждого отыграется по-своему. Но вижу, что новый источник, причем такой, знаете, неиссякаемый источник. При правильном подходе к этому источнику его можно растянуть на долгие-долгие годы, чего я вам, конечно же, и советую. Это первое. Второй момент. Здесь идет отношение к вам, причем отношение к вам окружающих, да, будь то близкие, будь то далекие, и также ваше собственное отношение к самому себе, к самой себе. Здесь вы явно растете. Растете в своих глазах и растете в глазах всех тех, кто вас окружает, кто вас знает, либо всех тех, кто вас еще узнает, да, получше узнает, грубо говоря. Я не могу понять, каким образом, но вы как-то прям очень громко о себе заявите. Либо будет такая ситуация, где вы раскроетесь целиком и полностью. Вот прям покажете максимум, свой максимум. Вот кто я есть, чего я могу добиться либо сделать. И это очень такой оглушительный успех идет. Действительно успех. Люди будут говорить о вас, люди будут к вам тянуться, люди будут к вам обращаться, люди будут вам улыбаться, да? Кто-то будет хлопать вам, да? Аплодировать, грубо говоря, стоя. Также я смотрю, что у вас и спинка-то расправится, да, и так прям заулыбаетесь, глазки у вас повеселее станут, блестеть начнут. Понимаете, какое-то хорошее событие, где вы именно себя проявляете. Может быть, вы очень скромный человек, может быть, не было случая, не было таких обстоятельств, где вы могли себя проявить. Высшие силы говорят, ты это сделаешь, ты это сделаешь. Ты наконец-таки займешь свой трон. Ну, без преуменьшения. Это действительно занять свое место в жизни, занять свой трон. Мои хорошие, вот сразу говорю, кто хотел карьерного роста, 100% будет. То есть вы пойдете на повышение. Причем заслуженное, понимаете, заслуженное уважение, почет я вижу. Также люди, которые, например, хотели заниматься каким-то творчеством, которые хотели где-то в чем-то себя реализовать. Пожалуйста, все получится, все будет просто прекрасно. Вы не только реализуетесь, но вы еще станете узнаваемым, уважаемым человеком. А это просто замечательно. Замечательно для такой творческой, утонченной натуры, как вы. Да? Я вижу вашу скромность, и она вам, если честно, очень мешает. И это, кстати, не первая отсыпка, где я вижу, что скромность человека не украшает, а наоборот, делает жизнь человека чуть-чуть такой сложной. Сложной, да, вам сложно. Очень сложно.
Но главное, что это все пройдет, все это уйдет, и вы займете свой трон и обретете свою корону. Просто прекрасно. Так, следующий момент. Здесь вышел человек на светлой машине, на светлом автомобиле. Какой-то курьезный случай сведет вас с этим человеком, либо познакомит вас с этим человеком. Человек очень необычный. Таких людей в вашем окружении практически нет. Да, может, что-то похожее есть. Но так, чтобы прям близко общаться с такими людьми, нет. Этот человек колоссальным образом на вас повлияет. Вот целиком и полностью повлияет. Смотрите, у одних идет любовь, отношения, да, с этим человеком, у других идет дружба, у третьих идет сотрудничество. Но, как бы там ни случилось, ни пришлось, этот человек несет в вашу жизнь какой-то гигантский плюс. То есть плюс от этого человека не минус идет, а именно плюс. Светлая машина у этого человека. Вот показали только про машину. То есть это шанс, это удача, это везение встретиться именно с этим человеком. Да, чтобы именно такой человек вошел в вашу жизнь, вошел в вашу судьбу. Высшие силы этого человека просто направляют. Очень курьезное знакомство. Вот что-то произойдет такое из ряда вон выходящее, с кем-то вы познакомитесь, знаете, что это он, либо это она. Да? Если женщины смотрят, то мужчина, если смотрят мужчины, то женщина. С женщиной познакомитесь. Так, следующий момент. Следующий момент касается каких-то ваших действий в собственном доме. Незапланированных действий, сразу говорю. То есть об этом вы сейчас не думаете, и в принципе даже проекции нет. У кого-то будет замена, может быть, каких-то важных предметов обихода. У кого-то может быть ремонтик, у кого-то может быть улучшение жилищных условий, у кого-то может быть даже переезд, да, с места на место. Но вы сейчас об этом не думаете. А высшие силы уже все видят наперед. Да? Вы однозначно будете улучшать условия своей жизни. Именно условия, то есть место, где вы живете, и то, чем вы себя окружаете в повседневной жизни. Вот именно в собственном доме, в собственном жилище. Месте, где вы проживаете. Вот здесь будут улучшения. Причем улучшения, я бы даже сказала, знаете, как капитального характера. То есть это серьезно, это практично, это надолго, и это, конечно же, вас будет очень радовать. Вы будете как инициатор этого всего. Какие-то, может быть, спонтанные идеи, какие-то предложения, на которые вы будете откликаться. Ну, например, вы сейчас живете и арендуете жилье. В принципе, вас все устраивает, но есть какие-то, может быть, недовольства, да? Ну, например, дорого, там, далеко от инфраструктуры, может быть, там, метраж не такой, как бы хотелось, может быть, там, маленькая ванная комната, да? То есть вам случайным образом либо попадется объявление, либо вы от кого-то услышите, что, например, сдаются шикарные хоромы в прекрасном месте, там, срочно, потому что хозяин куда-то уезжает, переезжает. Да? И цена очень такая бросовая. Вы сразу, о, пожалуйста, мой вариант. Да? И, казалось бы, переезд это так сложно, это так проблематично. А вы скажете, нет, мы встанем и поедем. И вы встанете и переедете. И будете этому очень рады, потому что улучшится уровень вашей жизни, да? Улучшится среда обитания, да, где вы находитесь. Это прекрасно, мои хорошие. Кто-то может действительно ремонт. Вот, где-то будете проходить, увидели, там обои отклеились, думаете, ну надо подклеить. Походите, скажете, да нет, надо переклеить. Либо вообще возьму и покрашу стену, с чем мне эти обои. И вы знаете, и прекрасный результат будет. И вы будете рады тому, как это все поменялось. И плюс еще какой-то там, может быть, апгрейд, ремонтик поделаете. Да? То есть вы будете получать удовольствие в собственном доме. Кто-то технику новую приобретет, кто-то мебель новую приобретет. Может быть, вам дадут, выдадут, там, подарят. Да? То есть такие изменения идут. И это прекрасно. Я вижу, что вы прям как в комфортных условиях сидите и наслаждаетесь в собственном доме. Вы наслаждаетесь тем, что вы видите, тем, где вы живете, и тем, как все случилось и получилось. Это хороший момент. Так, мои хорошие, следующий момент. Здесь у меня человек в таком, знаете, маскарадном костюме. Человек, который как волк в овечьей шкуре.
человек, которому по какой-то причине вы верите, либо доверяете, либо полагаетесь на этого человека. А человек никудышний. Просто, знаете, такая сволочь по жизни. На чем-то вы этого человека поймаете. На какой-то лжи, на каком-то вранье. Прям, знаете, вот сердце неспокойное станет. Начнете что-то подозревать. Может быть, с кем-то пообщаетесь. Может быть, сами что-то поищете. Найдете компромат на этого человека. Вам такое раскроется, что на голову не оденешь. Так и подумаете: боже мой, с кем же я, да, либо общался, либо общалась, да, как же я мог, либо могла доверять этому человеку. Знаете, вот как будто бы не дойдет до самого худшего. То есть вы вовремя сможете понять, кто с вами рядом находится. Вот прям поймете. И накануне этого события вам будут сниться сны. Сны, сразу скажу, неприятные, скорее всего, такие, знаете, пугающие, отталкивающие, ощущения такие мерзкие могут быть во сне. Это вас будут предупреждать. Вас будут именно через сны предупреждать. Но главное, что вы этого человека вскроете, главное, что вы сделаете правильные выводы и, конечно же, попрощаетесь. Да, будет неприятно, и да, будет сердце болеть, и да, будет голова взрываться от той мысли, вот как я мог, либо как я могла ошибаться. Да? Ну, со всеми бывает, понимаете, тут никто ничего не застрахован. Главное, чтобы вы были беспощадны, чтобы вы этому человеку не дали ни единого шанса задержаться и уж тем более остаться в вашей жизни. Потому что человек очень неблагополучный, понимаете, очень. От этого человека жди беды. Вот так мне идет. То есть, если этому человеку дать шанс остаться в вашей жизни, беда неименуема. Мои хорошие, ну я вас предупредила, ну вы и сами все узнаете, да? Имейте в виду, все, что произойдет, все произойдет к лучшему. Вот. И жалость в данном случае – это не добродетель, это глупость. Понимаете? Когда вам человека становится жалко, порочного человека становится жалко, это глупость. Запомните это, пожалуйста. И, конечно же, делайте правильные выводы и принимайте правильные решения. К сожалению, так тоже иногда бывает. Так, следующий момент. В следующем моменте у меня человек что-то добывает. В прямом смысле слова, как будто бы из земли что-то добывает. Я так понимаю, что сбор урожая уже прошел, хотя, может быть, в некоторых странах еще люди что-то там будут из земли доставать, да, какой-то урожай собирать. Если говорить в целом, то этот знак говорит о том, что действительно достать невозможное, достать то, что, ну, например, нужно. Может быть, у вас есть какое-то желание, какая-то мечта, может быть, вам конкретно что-то нужно, либо кто-то нужен, да, может быть, есть человек, специалист, например, по здоровью, да, проблемы по здоровью, вы хотите попасть к какому-то узконаправленному специалисту, а к нему очередь на полгода, либо он принимает где-то там за сколько-то там сотен километров от вас, да, в другом городе, либо вообще в другой области. И к этому человеку практически невозможно попасть. Да, вот чего бы это ни касалось, да, вы это добудете. Причем добудете своим умом. Что-то вы такое придумаете, не знаю, идея, мысль, действие, поступок, что вас приведет к желаемому. Да? То есть своим умом вы поймете, как действовать для того, чтобы получить то, что вам сейчас недоступно. Да, либо то, что очень далеко от вас. Ну, а кто с земли будет вынимать урожай, да, собирать урожай, мои хорошие, ну, вы будете очень рады, потому что урожай будет прям на славу, тьфу-тьфу-тьфу. Прям соберете больше, наверное, чем ожидаете. Причем гораздо больше, чем ожидаете. Да, может быть, не один день на это потратите, может быть, устанете, но вот счастье от того, что вот она, моя работа, и я ее собрал, и она просто замечательная, да, это, конечно, будет вас наполнять. Так, следующий момент. Следующий момент – попрощаться с какими-то иллюзиями. Иллюзии, мечты, что-то пустое, либо какое-то заблуждение. Да? Может быть, вы чего-то хотите, думаете, что «ой, я без этого не проживу», а потом станет ясно, что это все заблуждение, что вам эта вещь, да, либо этот человек вообще в принципе не нужен. А вы вот прям сидите и страдаете. То есть избавление от иллюзий все-таки это плюс, а не минус, плюс. Трезвый взгляд на жизнь, трезвый взгляд на ситуацию, вот это то, что вас ждет. Знаете, такое прояснение в голове, прояснение. Сейчас немножко такое все затуманенное, да, но все прояснится.
И вы, скорее всего, как сами себя даже удивите, да, трезвостью мыслей, ясностью сознания и пересмотром каких-то ваших мыслей, идей и желаний. Это все на пользу идет. Так, следующий момент. Тут два союза, две пары, два союза, мои хорошие. С правой стороны и с левой стороны. Я так понимаю, что с правой стороны у вас отыграется, скорее всего, как любовный союз, а с левой стороны либо это деловой союз, либо дружеский. Смотрите, что касается правой стороны. Здесь, скорее всего, какой-то третий лишний был, либо третий лишний как угроза, да? Может быть, как проекции. Может быть, кто-то кого-то ревновал. Может быть, действительно, вы не могли определиться, кого выбрать. Либо ваш партнер не мог определиться до конца. Может быть, в принципе, да, вы шли к разрыву уже в существующих отношениях благодаря вмешательству третьего человека. Да? То есть как третий, как помеха у вас был. Смотрите, вы под защитой высших сил выходите именно в союз. Причем здесь такой интересный союз вышел. Здесь у меня прекрасная лебедь. Видите, вот прям четко показали, да, лебедь. И пингвин. Вы простите, но пингвин. Так, не пугайтесь, все нормально. Пингвин — это знак благородства. Вы знаете, да, что пингвины очень хорошие, например, отцы, очень хорошие верные мужья, да. То есть у вас именно такой союз. Прекрасная лебедь и пингвин. Также пингвины говорят о том, что человек, ну, допустим, здоровый физически, выносливый, и человек хорошо зарабатывает. Да? То есть у человека прекрасные перспективы по заработку, по там, карьере, по каким-то возможностям. В любом случае, девочки, что бы сейчас ни происходило, до конца сезона все определится, все станет на свои места. Вас я вижу счастливой принцессой лебедь. Рядом с вами, смотрите, надежный пингвин, такой конкретный надежный пингвин, а вот тот, кто вам мешал, вниз спускается, то есть отходит от вас, то есть уйдет эта помеха. Уйдет, и все, забудете, как будто бы и не было. Плюс, девочки, 100% вам от мужчины будет подарок. Подарок ценный, сразу говорю, что-то прям такое дорогое. Скорее всего, украшение. Украшения, причем, может быть, даже как комплект из украшений. Может быть, у вас день рождения будет, либо какой-то вот случай, вы сойдетесь, и он вам подарит, либо он будет делать вам предложение, подарит, либо у вас какая-то годовщина будет, да, и он подарит, прям много денег за это заплатит. Но ему не жалко будет, да, ему не жалко. Главное, чтобы вы порадовались. И вообще эти украшения, дорогие, они будут как будто бы вместо слов. Вместо слов, да, вот смотри, как я тебя ценю, либо смотри, как ты для меня дорога. Может быть, человек действительно, ему сложно говорить там всякие нежности, ласковые слова, и человек будет это выражать именно подарками. И опять же, человек будет тратить на вас деньги, вот 100%. Будь то муж, будь то любимый, будь то новый поклонник, кавалер, будет 100% тратить на вас деньги. То есть треугольник, какой бы он там ни был, как помехи, соперники, разлучники, он перестанет существовать. Здесь у меня пара образовалась. И пара под защитой высших сил. Видите, здесь голубь с такими огромными длинными крыльями вот просто вас закрыл и защищает. Так, ну а кто мечтал лишь только об отношениях, здесь 100% вы будете в паре. То есть найдется тот пингвин, ну в хорошем смысле слова, да, кто прекрасную лебедь сделает счастливой. Будет, по крайней мере, очень ярко ухаживать, да, окружит вас заботой, любовью, роскошью, подарками, деньгами. Ну, как говорится, все к вашим ногам бросит, да, лишь бы вас добиться. Так, с левой стороны дружеский либо бизнес-союз. Но здесь немножко по-другому отыгралось. Здесь вас показали все-таки поменьше, помладше, а человек, который с вами вступит в союз, покрупнее, соответственно, поважнее, постарше, постатусней. Да? Смотрите, если мы говорим о какой-то новой дружбе, то явно ваш новый друг либо подруга будет старше вас по возрасту. У человека будет авторитет, у человека будет, ну, допустим, более такой серьезный, обширный жизненный опыт. Здесь не равный союз, здесь союз старшего и младшего. В данном случае вы младший, то есть старший вас берет под свое крылышко, то есть будет вас обучать, оберегать, помогать, поддерживать, ну, кого-то даже отыграется, что продвигать. Это если мы говорим про дружбу. Если мы говорим про бизнес-союз, про партнерство, то очень похоже, что вас либо наймут на работу,
И ваш наниматель, ваш начальник будущий, непосредственный начальник будет с вами дружить. Вот именно, да, бывает, когда на работе начальники и подчиненные дружат. То есть, возможно, даже вы дойдете, там, не знаю, там, кумовьями друг другу станете, то есть даже как-то породнитесь. Это будет. То есть идет не просто начальник, а идет настоящий друг, либо настоящая подруга. Причем это будет не там на время, пока вы работаете, это будет на всю жизнь. Так, еще как вариант. Возможно, вы хотите открыть какой-то свой бизнес. Возможно, у вас есть какие-то идеи, да, но у вас нет средств для того, чтобы эти идеи реализовать. Да? То есть как бы идей много, идеи хорошие. Вы там бизнес-план составили, все прочитали и понимаете, что нет, денег нет, да, кредит там не дают. Да и в принципе, может, не настолько сильно хочется брать этот кредит. Вы начинаете искать людей, которые бы заинтересовались вложениями в ваш бизнес, и вы выходите на очень классного человека. Человек с деньгами, при деньгах, человек с положением, да, и у вас прекрасный бизнес-союз. То есть человек будет в вас вкладываться. Вы будете творческое начало, а это человек материальное. Да, тоже очень неплохой союз. Так, еще откровение. Но здесь дерево, вот как хотите, дерево, которое пустило корни. Либо это брачное предложение, да, брачное, вот выходи за меня замуж, либо давай поженимся. Либо это уже, знаете, как существующая семья, по какой-то причине разделенная. Может быть, вы в одном месте живете, мужчина в другом месте, либо наоборот. Да, может быть, мужчина постоянно куда-то уезжает, там, на работу, на заработки, а вы вот вроде как и в браке, но при этом всегда одна. Да? Семейное дерево опускают корни. То есть этот вопрос, он решится. Либо вы предложение получаете руки и сердца, и причем на него соглашаетесь, раз корни пошли. И второй момент. Разлученные люди, разбросанные по миру, они соединяются, объединяются, начинают жить как единая семья. То есть тоже и так хорошо. Так, и напоследок я хочу сказать, что у вас до конца осени что-то в жизни поменяется. Причем поменяется очень резко, немножко даже вас напугает, но эта перемена, она абсолютно к лучшему. Что это будет, я, к сожалению, не скажу. Видно, у вас слишком много, и у каждого будет своя перемена. Мне даже не дали никакой подсказочки. Просто показали резкая перемена. Резкая, такая сумасшедшая, вот прям как гром среди ясного неба. Но она к лучшему, понимаете? Что-то вот таким грандиозным образом в вашей жизни поменяется. Для вас это, конечно, будет, такое себе потрясение. Понятно, да, кто любит потрясение? Никто не любит. Мы все хотим жить спокойно, мы хотим жить размеренно, мы хотим жить, как у нас устоялось все. А тут немножечко, знаете, как потрясет. Потрясет, напугает, но все будет прекрасно. Поэтому, мои хорошие, когда будет трястись, просто схватитесь за что-то, я не знаю, там прочное, да, потерпите 3 минуты, и все пройдет. Перемена к лучшему, однозначно к лучшему. То есть вы будете, знаете, как благодарны небесам за эту перемену. Может быть, вы даже об этом просили, надеялись, мечтали. Прям очень резко это все произойдет. А потом, знаете, как солнышко выйдет, все прекрасно, все замечательно, жизнь наладилась. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите, пожалуйста, себя. Всем пока-пока.